Да это зверство какое-то и похоже на международный скандал. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как полицейские в Екатеринбурге вывезли таджикистанца в лес и вымогали у него деньги. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего нового. В Екатеринбурге полицейские задержали гражданина Таджикистана Хайреддина Одинаева у подъезда его дома, а после вывезли его в лес и пытались вымогать деньги, сообщает «Новая газета» со ссылкой на правозащитницу мигрантов в России Валентины Чупик. По данным Чупик, 8 февраля поздно вечером на выходе из подъезда своего дома Одинаева подозвали к себе сотрудники полиции, которые стали расспрашивать мужчину о том, кто он такой и что здесь делает, а также попросили предъявить документы. Одинаев потребовал у полицейских представиться и объяснить причину их требований, после чего полицейские заломали его, запихали в машину и повезли в отдел полиции в Верхесыцком районе, рассказывает Чупик. Я обратилась туда с жалобой. Далее, я не знаю, что произошло, но полицейские вместо отдела полиции, по словам Одинаева, повезли его в лес. Там они запугивали его и сказали ему, что он должен заплатить им деньги, на что Одинаев ответил им, что он человек небогатый, поэтому он не будет платить им, и причин для этого он не видит. После этого полицейские запихнули Одинаева обратно в машину и повезли в 8-й отдел полиции. Как вы относитесь к таким деяниям правоохранительных органов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Одинаеву удалось сообщить Чупик, что в отделе полиции ему сказали встать на колени, чтобы извиниться за свои жалобы правозащитникам, а он отказался сделать это. Затем ему пригрозили арестом на 15 суток. В 10 часов утра по времени Екатеринбурга Одинаев вышел на связь с женой и сообщил, что с него сняли обувь и куртку и выгнали на холодный бетонный пол, а также отказали в просьбе сходить в туалет. Он сообщил, что его подозревают в неповиновении законным требованиям сотрудникам полиции. Одинаева повезли в суд, однако суд не состоялся, и задержанного отправили обратно в 8-й отдел полиции, заявила Чупик. По ее словам, Одинаеву не дают заявить ходатайство о допуске защитника в суд, а за неподчинение законным требованиям сотрудникам полиции, то есть нарушение общественного порядка, его вид на жительство в России может быть аннулирован, после чего Одинаеву может грозить депортация в Таджикистан. Жена, дети, брат и отец Одинаева являются гражданами России. Сам Одинаев 15 февраля был записан на подачу документов на гражданство Российской Федерации. В отделе полиции номер 8 управления МВД России по Екатеринбургу Новой газете сообщили, что гражданин был задержан за административное правонарушение. Редакция также обратилась с вопросом о причинах задержания Одинаева в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, но пока ответа нет. Тем временем в Генконсульстве Таджикистана в Екатеринбурге заявили, что они не в курсе данного дела и к ним не поступало жалоб от гражданина Таджикистана. Там обещали отслеживать данный инцидент. По официальным данным Таджикистана, в Россию на заработки в 2021 году выехало более 350 тысяч граждан, а по данным информации МВД России за 9 месяцев 2021 года зарегистрирован въезд 2 миллионов 25 тысяч 712 таджикских граждан, из которых более 1,5 миллиона человек указали в качестве цели приезда работу. По официальным данным МВД России с января по ноябрь 2021 года более 70 тысяч граждан Туркменистана, Таджикистана получили российское гражданство. Как вы относитесь ко всей ситуации? Как вы думаете, насколько она правдива? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!